Ну и рожа. Ой. Кресло сделала чуть пониже. У меня, оказывается, все это время кресло было почему-то высоко. И у меня из-за этого спина болела. Ну, не спина, а позвоночник. Привет. Привет, картошка. Поясница, то есть позвоночник. Опустила кресло, короче, и это и нормально стало. Ой, так высоко было, жесть просто. Где-то вот настолько, наверное, высоко это. Чего у тебя цвет ника меняется? Старость. Зачем я так высоко сделала? Непонятно. У меня ноги прям не доставали до земли. Ну, доставали, но так, немножко. Сидела, короче, смотрела клипы всякие, вот эти кей-поповские. Настроение меняет цветника. Цвет настроения синий. Короче, посмотрела все эти кей-поповские клипы всякие и решила бы покраситься. Накраситься, то есть покраситься. Макияж сделать. А то там все девушки такие красивые. А я сижу такая. Вся. Дольче Габбана. Какой. Вот так вот. Может быть, видео потом сниму, если это силы будут. Блин, думала, видео сегодня сниму где-то пораньше днем, но что-то так лень было. Такая жопа ленивая. Просто ужас. Так, ладно, что, начинаем потихонечку. Там надо чуть игру погромче сделать, оказывается, так тихо. Так, теперь мое лицо-то видно из-за микрофона. А то я же потише сделала. Ой, пониже сделала кресло. Уже совсем уже слова путаю. Давай быстрее. Быстрее. Ага, это мы, оказывается, сидим здесь. Вот оно что. Бери, братан, все караваны твои. Ща. Все караваны мои. Ща я погромче сделаю вам. У меня-то, оказывается, игра орет, а у вас вообще тихо. Все пахало. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман.
Меня тут обижают. Говорят, книги идти читать надо. А чё фонарик не работает? Так, аптечки есть, все есть. Крыса. У меня маска надета. Мне. Что это такое? Так. Так, это хорошее. Человек? Но как? Ладно, давай сюда, быстрее! Что В такое? этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Игра не слишком громкая? Нормально все? Меня слышно? Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их Где ваши не жопы? пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. А-а-а! Чувствуешь? Это еще что за хрень? Где? Что Спокойно, происходит? без паники. Меня кто-то бьет. Или не меня бьют. Что делать? Ждать? Или идти вперед? Ой, что такое? Фу, я думала, я сдохла. Подъем! Все в порядке? Этот сдох. Что-нибудь есть у него? Нет, нет. О, спасибо. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Патроны взяла. Сейчас будем против людей или против монстров, интересно. О, ничего себе там... Или мне показалось, дым был в виде черепа. Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Пощады никто не желает. Понятно. Прикройте! Да почему меня-то? Впереди же тебя стоит. О, блядь! Скотина. Чё вы все пустые? Блин, маску забыла снять из-за вас. Маску чуть не поломали. Ой, блядь. А тут это... Шо нахер?
Ой, блядь. Мои ухи! Скотина такая. Сзади подходишь, да? Меняю магазин! В каком ухе свистит? Я сейчас сдохну, походу. А я... Ай. Привет, привет. Все в порядке? Самая жопа началась. У нас потери! Чудесный день Так, сегодня. ну-ка. Скучать не приходится. Чудесный день, да. Дьявол, черт, проклятие! Можно где-нибудь встать в безопасное место? Можно я к тебе встану? Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Пощады... Вон там дробовик лежал хороший. Ладно, потом. Прикройте, пацаны! Блин, я опять маску забыла снять. Хорошо, что он быстро подзаряжается. А я, скотина! Скотина! Жесткая сосредоточенность. Сука! А! Блять, где этот урод орёт, который? Я сдохла? О, я что, без сознания лежала все это время? Жесть. Вот это, да, хорошее? Это калаш. Что с текстурами? Это хороший, что ли? А чё это? Дробовик? Так у меня же лучше. Не знаю, мне это нравится. Слишком много мутантов.
прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. А, я думала, он умер. Сюда нельзя. Не открывается. На этой станции я почувствовал себя как дома, как на родной ВДНХ. Эти люди, как и мы, изо всех сил цепляются за свою станцию, за свой простой быт, за свою пропащую подземную жизнь. За свою, может? За тусклое свое будущее, будто бы оно сулит им спасение. Нет, все, чего они могут добиться, и все, чего можем добиться мы, короткая отсрочка перед тем, как нас всех окончательно проглотит тьма. И все же они не опускают рук, и мне тоже пора идти. Времени все меньше. Так. Куда мне вообще надо? Туда, наверное, куда вот я и шла первоначально. Блин, тут был такой автомат. И все равно это не смогли. Охренеть просто. А еще что-то на меня надеется там. Там какие-то звуки неприятные, я не хочу туда идти. А можно на вот этом поехать? Чтоб побыстрее было. Так, дальше там будут люди или монстры. Для кого готовить оружие? Я, кстати, револьвером еще пока не пользовалась ни разу. Так, понятно. Но у меня мало осталось патронов. Ой, как я не хочу туда идти. Ой, это что такое? Ребенок, что ли? Самый стрём начался. Ну, спасибо, блин. А до этого так было просто. Блять. Вот два самых стрёмных места. Это и библиотека. Смотри под ноги, они дыры. Они дыры в полу сделали, я падал пару раз. Кто они? Мутанты сделали? Ёшкин-матрёшкин. Жопа твоя. А, это ребенок, что ли? Ой, блядь, ребенок, ага. Блядь, я не хочу на вас тратить такое оружие.
Мелкие пиздюки. А, можно ножом их. Так, ладно, пойдем сюда. Тихо. Я ничего не боюсь. Это всего лишь игра. Что-то случилось. Я не знаю, что. Я сейчас сдохну, походу. Что там, кто-то летает? Ой, блядь. Ну-ка. Вроде глушитель есть, но что-то орёт-то. Ничего нету. А, удлинитель. А, я думала, это глушитель. Вот почему в тот раз этот не получилось тихо убить. О, блин, простите. Леди. Все, тихо. Тихо, братцы. Тихо, братцы. Ой, оружие поменялось. Блин, опять оружие появилось. А, вот она дырка, да? Чё? Как он сдох? Просто лег такой, как кошка. Подошел и лег. Они, походу, бесконечно будут лазить, да? Ладно, пусть бегают. В принципе, они не так страшны. И не так сильны, как их старшие братья. Ой, вот и дырка. Вот и дырка. Где? Блин, с самого начала, что ли? Ну, ёлы-палы. Сейчас опять лазить тут, смотреть. Кстати, где-то дырка была, вот она. Вот еще дырка. Как я первый раз их как-то обходила? Будешь тут орать, гнида. Так, тут же ничего не было, да? Вот. Ну, проверить надо было еще раз. Это что? А, фонарик.
Фонарик так садится или что? Так, там вроде ничего больше не было. Тут были патроны. Так, и все, кажется. Эти дыры, как капканы в Резиденте. А я! Сука! Иди отсюда! Мелкий пиздюк. Поиграла в это ваше метро. В детстве было в 2 раза страшнее. А чё, кстати, ты как, поиграла нормально? Или уже тебе не страшно? Так, ну-ка я пойду там посмотрю, что там. О, сохранение. Неужели? Чекпоинт. Ау. Иди отсюда! Блин, это... Как собака. Это и есть собака, наверное. Страшно, но благо не так, как помнится с первого раза. Ну, в детстве, да, в детстве всегда все кажется очень страшно. Так, а тут что? А потом игру загружаешь, смотришь, или там прохождение, и уже не так страшно. Я в детстве боялась игру D, это японская игра, старая, 92-го года. Она просто так и называлась D. Типа Дракула сокращенно было, оказывается. Короче, про вампира было. Но там не имелось в виду, что там вампиры есть и все такое. Там вообще играешь за девушку обычную. Но она там немножко психика у нее немножко поехавшая. И у нее отец этот больной маньяк. И вот в детстве на PlayStation 1, когда вот мой брат играл, и мне было очень страшно. А там графика такая вообще. Да блять! Как эти буллеры какие-то кусаются и убегают. Були. Привет. Я увидела муху на экране и чуть не долбанула монитор. Такая... Как этот... Как будто скример увидела. Что там есть? О. Здрасте. Ух ты. Это что такое? Это хорошая пушка? Там закрыто. О, есть. Есть курить. Так, а это что? О, здорово. А, ты сдох, что ли? Едва сообразила, что это в игре. У нас они еще кошмарно летают. Так, я сейчас сюда чуть попозже приду тогда. Так, ну давай посмотрим.
А, это дроу. Дроу. Это этот. Арбалет. Да, да и нахер он нужен. Мне он пока не нужен. Пока с этим похожу с револьвером. С вертолетом. Чё? А чё ничего нету? Бесшумный. Ну, это если по стелсу, да, играть норм будет. Ничего тут нету. А, ключ. Я взял ключ от сейфа, походу. Окей, так. Все вроде бы. Библиотекаря. Библиотеку можно пройти, не убивая его. Кого? Монстра или человека? Там монстр опасный. Ненавижу библиотеку и библиотекарей. Самые бесячие, по мне. Типа босс. Блядь! Вонючие гады. Когда стали? Мне сейчас это сломается. Маска моя. Я ненавижу детей. Пошел отсюда. Беги к своей мамочке. А куда мне идти? Как будто есть путь наверх. Так, ладно. Подтянуться на подняться на поверхность, найти передатчик, передать сообщение в поле. Так, ладно, это нам надо туда. Нам надо вот сюда. Куда-то сюда показывают. Сюда, что ли? Ой, блядь. О, как сурикат стоит. Ну-ка, иди отсюда! Что происходит вообще? Чё? А если яжмамка придет, будет говорить, что он не кусается, да и зубов у него нет. Ну и что сломал противогаз? Это же ребенок. Жеребенок. Ты скотина! Хулиган. Хулиганье. Воспитания никакого нет. Где вы учились? Иди обратно в дырку. Что, я могу дышать? Что, нормально? Мне бы маску починить. А, фу, я думала, это...
Я думаю, это гигант. Просто он до этого задыхался, поэтому... Кто там плачет? Дядя, вставай, нас всех съедят! Пожалуйста, вставай! Проснись, пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней, но ты же обещал! Уходи, отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя, тебе больно! Он не просыпается. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. Твои проблемы. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. Да, А ты будешь из блядь. него стрелять по монстрам? Мне еще этого не хватало. Ты будешь мелких Ну тогда ладно, бить. меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, Ещё и а я Саша. буду смотреть, чтоб сзади не напасть. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Ты где? Он меня хотел домой отвезти, но монстры напали. Они на него как напрыгнут, он стал стрелять. Но большой упырь Ты его где, в блядь? шею укусил. Но мой дядя очень сильный, он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а Чё то нас со всех мной? съедят. Почему у меня как-то камера стала это? Как-то вот так это... Жмалеу. Дети метро. Иногда мне кажется, что они те, кто родился под землей, кто никогда в жизни не видел солнца. Какой-то новый биологический вид. Этот ребенок прошел через самый настоящий ад. Он выжил лишь чудом, но это не сломило его. Он говорит, трезво рассуждает. Он говорит, трезво рассуждает. Помню, когда на ту станцию, где мы жили с моей мамой, только еще спустившись в метро, с поверхности напали крысы. Когда мама умерла, когда крысы ее... А меня вытащили Сухой. Сухой говорит. Я еще несколько месяцев не разговаривал, а сам я ничего не помню про то время. Вообще. А этот малыш, может быть, метро закалит нас? Может, поколение, выросшее без солнца и без страха, сможет вернуть нам землю, если я дам ему шанс? Ну, не знаю. Да, на спине Артём. Поэтому и камера такая плавлена. Блин, жесть. Ну вот нахер ты мне сдался, а? Сейчас я этот отдам. А я не могу обратно? Ну, ёлки-палки. Или револьвером пользоваться. А, полезный? О, ну хорошо. Вон там! Где? Вау. Что за звуки? Аж 2О. Просто проверяю. Тихо. Я мужик. Я большой страшный мужик. Блядь, сука. Не, ну ты серьезно? Вон там! О, они не нападают? Оказывается.
Блять, не нападают, ага. А чё первый раз не было никого? Эй, осторожно! Что? Блять, сука. А я сняла противогаз? А, сняла, кажется. Или это был чей-то пукан того, кто раньше проходил тут? Мужик. А, Рил. Ой. Ой, тупая. Вон Тома! Здесь я. Так, попытка номер... Обезвредить можно. Нажать на F. А, я бегать не могу, оказывается. Шифтовать. Рели! Чё? Помню, долго перепроходила место с миной, потому что тупо ее не видела. Неправильно ты, дядя Федор. Мне Бомбу. нельзя трогать, но там есть патрончики в Бомбу шкафу. обезвреживаешь. 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 А теперь я могу взять? Нет. Все равно не могу. Вот в этом. Что вот в этом? Что он сказал? Меня подорвали. Тихо. Ну хотя бы ладно, это присутствие кого-то, в принципе, сильно не пугает. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Хорошо. Но ты можешь взять пострелять. Хорошо. Вон Тома! Показывает, где патроны? А, да? Вон он! Еще один! Где? Я не вижу. Так, это калаш. Блять, Осторожно! все равно задевает, а? Гнида. Мелкая. Блять. Иди в жопу. Тугосерия, блин. Тихо. О, боже мой. У меня сейчас от этой камеры это вырвет. Почему-то это так неприятно. Голова кружится. Ой,
Да, я вижу. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Да? Хорошо. Вон там! Вон он! Еще один! Хорошо. А я, блядь, сука. Столбали, блин, уроды мелкие. Вроде полегче стало. Так, все. Эй, это что? Кажется, провод. Это называется леска. Мама! Тута. Сейчас ребенок задохнется. Ладно, сейчас туда потом пойдем. А, тут можно было так залезть. Ой, мне не нравятся там звуки. У меня уже столько ключей. Я понял. Так, и отсюда можно выйти. Гнида. Малой, держи голову. Мы уже уходим со станции? Круто! Не Я знаю. раньше никогда в туннеле не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Наверное. Что с снегом? Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Мы, походу, там что-то пропустили. Я думала, тут... Может, назад вернуться? Пойдемте назад. Я по таким лазал, только там не гомункулы были, а летучие мыши. Гомункулы. Так, я вернусь назад. Пожалуй. Ой, господи. Так. Да, вот здесь. Вот. Чё это батарейка садится? Чего? Фонарика? Тихо. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Мой брат пообещал привезти его назад. Почему? Дура такая, почему сама? Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Пусти меня к ней! Спасибо, брат.
Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Саша, здоровый? Без его отца А где нам бы дядя? не прожить. Как ты сюда Если бы попал? он потерял сына, Дядя умер, мам. Меня его бы этот это человек убило. принес на И плечах. нас всех заодно. Я ему помогал монстров Спасибо. убивать. Мам, я небо видел. Те, кто уцелеет, свалит из городов. Сомневаюсь, что кто-то будет жить в метро. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Тебе нужнее, мать. Ладно, пошли. У меня есть куча. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так Жопа что сгорела. идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Я не хочу наверх. Мне тут это... Столько всего наговорили, я не хочу. А это что? А, книжка. Самурай, привет. У меня немного с опозданием приходят сообщения с Ютуба, поэтому, если что, я предупредила, чтобы никто не был в обиде. Что я хотела? А, я хотела почитать. Так. Вот это же, да, мы нашли. Она предлагает мне патроны за то, что я спас ее ребенка, как будто я мог поступить иначе. Но то, что раньше казалось естественным, сегодня выглядит странно. А то, что раньше казалось уродливым, сегодня никого не удивляет. Что делать? Что делать? Отказаться от вознаграждения, обидеть счастливую мать, принять его и признать, что вытащил из пекла ребенка просто ради денег? Это раньше человеческая жизнь. Жизнь ребенка была бесценной. За нее нельзя было заплатить, а сегодня цена есть у каждого из нас. Те патроны, которые мне предлагают за спасение этого малыша, хорошая цена. А цена жизни простого человека — одна пуля, ровно столько, сколько нужно, чтобы отнять эту жизнь. Ой, как красиво написано. Еще один Сашка. Что тут так много Сашек? Блин, как прикольно, мне так нравится эта атмосфера. Не плачь, Сашенька, не плачь. За что? За что? Сашенька, не плачь. А, это свинья, я думаю, кто-то. Чё? Боеприпасы. Так, ну у меня вроде есть. Хрю. Может, вот это взять? Сколько стоит? 5? А, вот. Так, это все есть. Это... Вот это возьми, пригодится. Ой, ой, что такое? Куда я жмал? Это полезная штука. Бери, бери. Тоже потом перепройду все части. Тебе спасибо. Пули. Меняем предложение. Скидки. Лучшие пушки от лучших мастеров. Что это такое?
У меня сейчас такое стоит. Можно еще вот такое или такое. 35. А, да? А где продать? У кого? У него, да, можно продать? Продаем, покупаем. А вот, продать. А. Юа. Да, мне это не надо. И вот это у меня тоже нету. Это что это? Долго снимаешь на YouTube? Ну, с прошлого года, когда я начала-то? В октябре. Я вообще начала со стримов сначала на Трово. А потом что-то решила, надо вообще-то, чтобы стримить, чтобы кто-то смотрел, нужно хоть какую-то иметь аудиторию. И вот я начала снимать на YouTube. И, можно я это продам? Не помню точно, вроде, стримить на Трово я начала еще раньше. Может быть, наверное, с прошлого года, с января, наверное, или даже вообще в 21 году, наверное, начала где-то зимой. А потом уже только начала снимать видео в 22-м, кажется, году. Это типа воздушные шарики. Они топовые, но у тебя нет пушки. А почему у меня только 3 оружия можно иметь? Там пневматическая пушка нужна. А что лучше? И еще у него патроны только 60 максимум. Это же очень мало. Может, вместо револьвера взять? На 6 патронов больше, чем в револьвере. Калаш таскал. Ну, мне калаш тоже нравится. Я не хочу его ни продавать, ничего с ним делать. Дробовик, который тебе не понравился. И пневматику. А мне этот пневматический же несколько раз, кстати, попадался же, блин. Ну ладно, пусть тогда будет. Я потом, если я найду пневматический оружие, вот это пневматическое, то я поменяю тогда его на револьвер. Я не буду сейчас ничего продавать, покупать. Пусть будет. Пусть будет как будет. Хороший выбор. Пока пусть, короче, так. Я не буду тут ничего покупать у них. Сколько он стоит? 45. Вот это типа самая лучшая, да? Самая дорогая. Я просто стелсом проходила, ты как Рэмбо. Я не могу стелсом. Довоенный оптический прицел облегчает прицеливание на средних дистанциях, но ограничивает поле зрения, что снижает его ценность в тесных тоннелях. Мне пока это нравится, в принципе. Ладно. Ствол. Погоди-ка. Рэмбо, первый картошечный рык. Гасит пламя и значительно снижает шум выстрела. Несколько повышает... несколько повышает кучность.
может немного, повышает скучность, снижает скорость пуль, из-за чего убойная сила на расстоянии падает. Бери! 30 патронов. Дела. Так, это что? О, увеличенный магазин, вмещающий недельную зарплату рейнджера. Магазин от ручного пулемета позволяет вести огонь из автомата дольше обычного, не отвлекаясь на перезарядку. Довоенный лазерный прицел облегчает и ускоряет прицеливание на ближних дистанциях, позволяя с легкостью ввести прицельный огонь от бедра. От бедра. Ну ладно, пока это не буду брать. Так, что у нас тут? О, господи, это зачем, блин? А, вот, да? Глушитель гасит пламя и значительно снижает шум выстрела. Угу. Сколько там? Вот это 30, а это 45 стоит. Удлиненный ствол значительно повышает точность огня на дальних дистанциях, но повышает вес оружия и делает его более громоздким. Вот это, наверное, возьмем. Заменить удлиненный ствол на глушитель. С твоим барахлом придется доплатить 17 патронов. Прицел можно А и зачем прицел на него? Мне тут водичку заказали. Пойду водичку себе возьму. Куплю водичку, как я вчера сказала. Вода с лимончиком. Блядь, ну обязательно вот надо пролить, да? У малыша вчера ус отвалился, кстати. У него столько усов падает постоянно. Я из револьвера снайперскую винтовку сделал. Еще приклад ставил. И вообще имба. Кстати, можно из этого, из калаша сделать винтовку. Видно, не видно будет? Смотрите. Ус малыша. Видно, да? Он вот здесь такой толстый, вот тут на кончике. Вот. Еще где-то были его усы. Я где-то положила, сохранила их. Завтра опять на работу. Я, кстати, завтра один день работаю. Потом опять отдыхаю 2 дня, поэтому я буду с вами чаще видеться. Ладонь, как видеоблогер, делает, чтобы фокус навести. Да-да-да. Ну, это чтобы видно было. Бьюти-блогер. Нормальные блогеры показывают косметику, там все такое, а Лена показывает усы своего кота. Я как-то тоже из револьвера намутила снайперку, в итоге и не пользовалась. Так, ну и пусть будет глушитель. А это типа мне заменили, да? Я доплатила просто 17 пуль. Угу. Понятно. Господи. О, господи, это что такое? Что за кракозябра, блин? Довоенный лазерный прицел. Ага.
Цевье плюс приклад. Цевье и приклад превращает пистолет в короткоствольный карабин, значительно уменьшает дачу при выстреле и увеличивает точность огня. Господи, сколько он стоит? 40? Охренеть, блин. Да нахрен надо, это кракозябра какая-то. Так, ну все. Это у меня такой потрескавшийся маска. А ее никак не починить, да? Подумаешь. Обмен патронов. Лучший курс во всем метро. Блин, никак. Ну и ладно. У тебя 800 бачей, тебе на всю игру хватит. Ну и пусть. Я человек экономный. Экономный. Проходите. Что-то я как-то пошла непонятно. Что-то было по стене. О нет, все, начинается звезда. Ну, походу нет. Ага. А можно я не пойду? Почему вы меня это... Ух ты. Я снова поднимался наверх, в холодное и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Yes, of course. Шайсы. Шайсы. А, мы будем против людей, да? Угу. Не знаю. А я так пошла, блин. Это они ко мне идут или что? А, точно. Я забыла про фонарь. Совсем забыла про фонарь. Кто? Где? Куда? Еще и так умирают. Я же Рэмбо. Мне не получается тихо. Чё? Ну ты ляжешь, нет? Ну, коммуняка, ты допрыгался! Как крыса сижу в засаде. Засаде. Нашего подстрелили! Обязательно прям тут надо подтягиваться.
Своими вонючими лапками. Я, блядь, ни хрена себе. У меня бустер! Так, ладно, чуть поближе пойдем. Сейчас будет картошечный рык. Или не будет. Я не уверен. Это солнце, что ли? Прячется вот так. Значит, трусит. Трусишь ты. Да все, успокойся. Я там была? Куда нет, это что? Блин, вам опять, наверное, ничего не видно. Так, этого я смотрела. Лежат герои. Так. Ау, что такое? Почему я не могу идти? Мне так нравятся звуки, когда я собираю эти вещи. Блин, я думала, это... Охренеть, тут сколько трупов. Ай, опять эти стрелы. Так, ну вроде все обчистила. Где этот сидит? Точно найду. Блин, надо было туда пойти. Урод проклятый. Только прятаться и может. Черт, сделал! Ты прячешься вот так. Значит, трусит.
А, поменяла. У! Помню, как я радовался, встретив в пустом городе Бурбона, такого же живого, теплого человека, как я сам. Куда делось это чувство? Тут на поверхности, среди мертвых камней и окаменевших костей, опасность исходит от всего. От мутантов, от фонящей радиации почвы, от зараженного воздуха. И все же даже тут нет ничего опаснее человека. И стоит нам отвоевать у враждебного нового мира хотя бы клочок земли, мы устраиваем на нем не колонию, а крепость. Тихо. Ну я тебе. Ну что? Нету. Есть. Яр. О, жесть. Здрасте. Не нравятся мне эти рыги. Где-то лазю, вот. Не получай. Лазит она, блин. Блять. Ой, блять. Ой, блять. Можно не надо? Ау! О, жесть. А вот унесли в гнездо. Голубь. Замерз. Блин, почему только на 5 минут, а? Эй, что такое? Кто это там? Тревога! Враг! Что? Где? Откуда? Коммуняки! Опять не получилось по стелсу. Ясно. Видит его кто?
Прячется, похоже. Эй, урод красный! Выходи! Тогда не Что бойся, сразу урод! красный? Ну пошли зарабатывать новые нашивки. Да ну, на простого коммуняка Щибаль. раз сюда добрался, значит непростой. Так что аккуратно. Куда он делся? У меня чисто. А куда он делся? Ну прячется хорошо. Тут пусто. Да, похоже, правда непростой. Ну что? Ничего, найдет. Не спрячь. У меня на мутантов чутье. Но я не мутант. Найду, точно найду. Вперед! Врага найти и уничтожить! Эй, коммуняка! Выходи, урод! Во-во, выходи! Посмотрим на тебя, урода! Ну чё вы орёте? Тут искать надо! Ну как? Да никак! Ничего, попадётся! Ищем! Ну как? Ничего. У тебя. Пусто. Дальше. Не спеша, пошли дальше. Нет. И они там ходят внизу, что ли? Ну что, пошли искать комиссарчика? Как будто тут прям Ну, ходят пошли. рядом. Только может и не комиссарчик это. А кто, черный Какие обходчик? тупые. Черный обходчик. Дверь не открывается. Точно красный. Сдавайся! Как же он не мутант, если коммуняка? Ты чё? Они, конечно, не... Как будто тут ходят. Да? Все! Ладно, как поймаем, разберемся. Тут чисто. Что теперь? Теряем солдат! Черт! Я ранен! Ну, коммуняка! Ты допрыгался! Нашего подстрелили! Меня магазин! Ой! У нас потери! Привет, привет. Атмосфера города, конечно, да. Если что, предупреждаю, сообщение с Ютуба приходит очень поздно, поэтому отвечаю вот так вот медленно, потому что не вижу. С отставанием, короче. Я очень рада, что вам нравится эта игра. Ну, классика. Ни разу не играла, кстати, вот первый раз.
Пора менять. Да, я просто этот очень жадный человек, поэтому до последнего. Надо же до последнего дотянуть. Где там орут? А, вон еще, оказывается. Тихо. Это не я. Это все они, это не я. Ай, молекула. Он на свой старый фильтр надел. Ну, асфальт положить, окна поставить пластиковые. Почти как новый будет. Новостройка! Ой, а ты как меня взял? Сквозь стену-то? В смысле сквозь стену он меня взял? What the fuck? Вы видели это? Это вообще нечестно. Я же пряталась стояла. Ну что, пошли искать комиссарчика? Ну пошли, только может и не комиссарчик это. Ха, а кто, черный обходчик? Пук-пук-пук. Черный обходчик. Не, это точно красный. Эй! Как же он и не мутант, если нет. Проклятие! Больно? Ну, прости. Проклятие! Проклятие! Да... Еще внизу что было? Ничего, коммуняка, прячь. Оу, шимали мала. Чуть не упала в этот, в дыру. А редук связан со второй частью? Баги. Чё? А метро... Редукс... Редукс это же разве не улучшенная версия просто этого оригинала? Last Light прохожу. Я, кстати, скачала и Last Light тоже, поэтому надо бы вот этот сначала бы пройти нормально. Блин. Так, туда вроде можно было попасть отсюда. Ой, блядь. Я надеюсь, он меня так не возьмет. А то что за баг такой вообще не в тему? Ой, блядь.
Нахуя? Да что за бред? Как? Почему? Как он меня так ловит сквозь стену? Ну, спасибо, что мне сделали чекпоинт. Я думала, опять заново там надо. Ну, ладно, тут просто бегать надо. Тут надо просто бегать. Надо вниз, да, куда-то бежать? Или чё? Что делать? Что делать? Что делать? Быстро, 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 быстро. Ой. Ой, я запутался. Можно на ты, конечно, можно. Я все время забываю про компас. Он мне туда показывает. А, я, кажется, понял. Понял, не дурак. Вот отсюда, походу, надо. Да, точно. Понял, не дурак. Только не через стену, пожалуйста, меня не надо хватать. Шмали. Вот же свинья! Улучшенный. Только не через стену, пожалуйста. Плес. Плес. Да ну, за Зязя. простого коммуняку на шибке. Плес. Черт! Найду, точно найду. Блин, тут этот вонючая. Но тут зато магазин большой. У меня на мутантов чутье. Прицел вонючий. Я пойду поменяю. Ну что, пошли искать комиссарчика? Да, я знаю. Сейчас поменяю, короче. А кто? Черный обходчик? Черный обходчик. Не, это точно краб. Всё. Я все верну, как было. Ищем. В метро играть будешь хорошо. Ничего. У тебя. Дальше. Пробуем по стелсу. Точно ушел. Ничего, коммуняк, боишься. Недолго осталось. Ну, попробовать надо было. Бежал! Да что такое? Теряем солдат! Я в дверь стреляла, что ли? Нас поняли! Солдат! Я прыгался! Блин, серьезно? Черт, сделал! Мне не нравится, что там эта птица все время орет. Как будто сейчас опять через стену меня поймает.
Умер? Ничего, найдется. Привет, привет. У меня с Ютуба сообщения приходят поздно, с отставанием, поэтому, если что, я предупредила, чтобы никто не обижался, что я вдруг не отвечаю, если... Поэтому я читаю очень поздно. Чё такой бешеный, блин? Успокойся. Да. Как дела? Нормально вроде. Вот, стараюсь выжить. Меня тут пару раз сквозь стену поймал этот демон. Голубь. Голубь мутировавший. Тут так много сейфов. Или что это? Это сейф? Чё было? Какой-то был этот... Видели? А, вот он. Мне не нравится, что вот он летает вокруг меня и может сквозь стену опять поймать. О. Дрейк зарядилась. У всех у нас дела нормально. В кавычках. Стараемся не грустить сильно. Курицей. Для меня теперь это будет голубь. Только не лови меня сквозь стену, пожалуйста. Шайсы! Ущи, малекаля! Нет, 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 нет. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Прекратить огонь! Воу. Фак. Фак! Лови! Тихо, 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 тихо. Ч-ч-ч-ч. Это кто кого еще прижал? Гнида. Ой, здравствуйте. А что, вы меня не видите? О, и Яу! Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Сколько мы уже сидим? Почти что 2 часа. Кто идет? Эй, урод красный! Выходи! Хочу шашлык и мороженое. Господи, как я задолбалась жевать овощи сырые. Терпеть их не могу. Ой. Я мороженое последний раз ела ленинградское. Это было на той неделе, что ли. Шашлык я вообще не помню, когда последний раз ела. Сейчас я тут все обыщу, посмотрю, что есть, что нет. А потом к тебе приду.
Все? Дискотека закончилась? Ай, ладно. Ты со мной разговариваешь? Я лучше погашу свет. 100 минут по Ютубу. А чё вообще? Что? Ауш! Получи, свинья! Коммуняка, ты допрыгался! Гнида. Маску мне чуть не поломал. А тут можно дышать? Вроде как можно. Пук-пик-пак-пук-пук. Пуки-каки, какашки. Мужик у меня есть. Пуки-каки, какашки. Мы все носим броню, снимаем бронежилет, раздеваемся догола и все равно остаемся в панцире с головы до пят. Мы боимся раскрыться перед другими, боимся показать свои чувства. Боимся, что другие догадаются, что мы думаем. Мы прячем свои лица под противогазами, но под резиной тоже маски. Ульман Балагур непробиваемый оптимист. Я увидел его настоящее лицо, только когда убили его боевого товарища. Смертельно усталый и почти отчаявшийся, вот каким он стал, всего на секунду. А секундой позже он снова нацепил свою броню и снова стал весельчаком. Я не стану лезть ему в душу. В метро это не принято, и я никого не пущу в свою. Понятно? А, это швед. Чё тут? Ничего нету. Городск, вода. Что такое? Ты шо языки показываешь? Как тебе не стыдно? Мне все время кажется, что вот где вот это... Если только к нему никто не прикоснется. Ой, блядь! Все на запляк, ржавая хреновина. Акмай. Ну где она тут шуршала? Где? Акмаэс. Понятно. Акмаэс. You wanna fuck my ass. Кто здесь? Не знаю, Непонятно. тебе показалось. Яр. Что такое? Шорох. Интересно, что это? Куда она упала? Куда упал ножик? Куда он отрикошетил?
Что? 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 Кто? Непонятно. Непонятно. Интересно. Может, конечно, и крысы. Да, такая большая, огромная крыса. Пью. Пью, пью, пью. Грибы какие-то не те, что ли? Почули. Которую зовут Артем. Ля ты крыса. Что? Что? Кто это? Стой, кто идет? Стой! Стой, кто идет? Стой! Шевелилась ведь. Штуль. Точно, У меня есть еще нож? Есть. Убит! Ой. Коммуняки близко! Сейчас попробуем по стелсу пройти. Не знаю. Найду. Точно найду. Убитый. Тревога! Красные идут! Кто убитый? Не знаю. Что, у меня там поменялось, что ли? А, нет. Сказал. Тищ! Ну, это же глушитель. Обходите! Ну, блин. Ну, глушитель же. Ну, ё-моё. Какой коммуняка? Ой, простите. Нету. Нету. Вот он, коммуняка! О, первый раз. Первый раз мы убили так. Неужели я могу быть стелсом? Проходить. Чё, все? Я сделали. Пуки-каки. Пуки-каки-какашки. Всё? Вау, это что? Это что такое? А, это этот ублюдок, да? Фигня. Блин, я столько ключей нашла. У меня уже 3 ключа. И ни хрена. Все-таки, когда с людьми как-то более это... Я не хочу с монстрами. Так, а мне надо вниз туда, да? Или сюда? Блин, даже не знаю. Ай, походу надо вниз. Ой, наверх. Пойду-ка там разведаю, что там есть. Помповый. Сейчас, погоди. Походу это... Сокровище, что ли? Так, главное, чтобы тут не было бомб всяких.
Я... Что это? Туки-каки какашки. Надо током шандарахнуться. Воздушка была. Юлия, здравствуйте. Привет, привет. Так, если что, новых прибывших на YouTube я предупреждаю то, что сообщения с чата Ютуба приходят поздно, чем с Твича. Вот. Поэтому, если что, я предупредила. Поэтому, чтобы никто не обижался, что я не отвечаю или там не вижу долго это. Долго реагирую. А мне надо было все-таки сюда? И скажу, прямо в лицо. Я... Нет, я тебе покажу. Чё? Что-то у меня тут хорошее, смотри. Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Убить, оглушить. Ой. А, да? Так, куда мне? Я правильно, что сюда пришла? Что? Кто здесь? Метро для пастухов и Ой. псов. В начале начала, когда пастухи еще не сада, они провели Эдди Мерфи, а, это ты, что ли? овцы разбрелись. Только одним вода соединяли эти два мира. И если верить преданию, Я даже не узнала. на Сокольнической ветке где-то за спортивным. Потом происходит нечто, от чего выход в метро 2 закрывается навеки. Живущие здесь Что он там говорит? Мне надо в этот. о том, что происходит Обратно. и само существо Я пойду обратно. Пусть болтает. Я хочу обратно пойти. Так. Если бы ты не написала Эдди Мерфи, я бы не догадалась бы никогда, что за Юля. Эдди Мерфи. Так. Вот сюда я хотела. Я хотела тут посмотреть. Где же? метро 2 Что? убежище советских Кто здесь? Не знаю. Понятно. Непонятно. Интересно. А, это... А, Шамарли Шамарла. Блин. Без разницы, оказывается. Я, наверное, всегда буду шутить над этим. Они находились на Сокольнической ветке где-то за спортивным. А, можно и там, и с той, и с этой стороны, да? Не знаю. Кто это там? Кто это там? Кто это там? Показалось все-таки. Пуки-каки. Но почему они не хотят, чтобы простые люди не знали?
Во-первых, овцы грешны тем, что отвергли своих пастухов в минуту их слабости. Во-вторых, за то время, когда метро 2 оказалось отрезанным от нашего рельефа, развитие пастухов шло иначе, нежели наше. И теперь они являются собой не людей, а существ высшего порядка, чья логика нам непонятна и мысли не понятна. Неизвестно, что задумано ими для нашего метро, но в их силах изменить все. Они могут вернуть нас в утраченный прекрасный мир, потому что они снова обрели свое былое могущество. Но от того, что мы взбунтовались против них однажды и предали их, они не участвуют больше в нашей судьбе. Ясно. Они присутствуют повсюду. И им каждый вздох, каждый шаг, каждый удар. Каждый пук. Пока они просто наблюдают, и только когда мы искупим свой чудовищный грех, они обратят свой благосклонный взор на нас и протянут нам руку. Тогда начнется возвращение. Так говорят те, кто верит в невидимых наблюдателей. Что это было? Что это было? Я что-то хорошее здесь сделали? Типа не убил их? Или чё? Что за смайлики? Face red heart shape. Face red heart shape. Здравствуйте. Так, это какая-то ловушка, что ли? Или что это? Шалакамаляш! Опять дискотека. Просто Good Story послушала. Но я их не стала убивать, кстати. Ладно. Допустим. Может, тебе яркость чуть побольше, уже без ног, бедный Артём. Да я-то все вижу, это вам, походу, ничего не видно. Метро отучает людей верить в чудеса, зато учит жить без надежды. И все же иначе, чем чудом, я не могу объяснить даже себе то, как пробрался сквозь заполненный фашистами лабиринт, черный. Меня будто вел кто-то. Может быть, неистребимая моя идиотская надежда, может, сама судьба? Что, поярче сделать? Сейчас поярче сделаю. Ща как сделаю поярче. Ща как сделаю. Так, нормально вам? Видно все? Ну, вроде вам все видно. Да? Ну, мне-то видно все. Так. А где здесь яркость?
Что за индикатор попаданий? Как будто ВХС камеры теперь. Да ты ч... Да ты ч... Блядь. По умолчанию. Нет. Ой. Так вот. Я чуть-чуть гамму вам увеличила. А у меня нету этого. Яркость. Где она? А вот гамма. Блин, так ничего не видно. Да и не знаю, в чем разница. Все равно как было темно, так и стало темно. Чё опять? А, блин. Я думала, опять граната, что ли. Ой, этот. Леску задела, опять думала. Так, тут у него аптечка. Аптечка мне не нужна. Артём, братишка, Блядь, ты это напугал. сделал? Залезай сюда и передохни. Ща, погоди. Чуть не выстрелила. Я думаю, это сундук. А, мне ничего не надо. Ладно. Не ходи без фонаря у пауков. А чё? Почему? Они меня убьют? Так, все, поехали. Скоро мы будем в полисе. Скоро мы будем в жопе. Мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Страх. Мы слабы. Какие пауки. Мы уже 2 часа играем. Наверное, заканчивать надо. Что такое? Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Беги, Артём, беги! Мы желаем помочь. Мира. Мы хотим мира. Яр! Ты не можешь спрятаться Я от не будущего. могу попасть туда. Трудно описать, что Глава я чувствовал 5. в тот миг. Я А сколько падал с тут ног глав? от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в Полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию.
Сюжетная линия игры состоит из 7 глав, в которых главному герою предстоит встретиться с старыми друзьями и новыми опасными врагами. Он побывает в хорошо знакомых локациях, попадет туда, где раньше еще не был. Согласно порядку прохождения игры Метро Анананаю, нужно начать с пролога. А мы же не играли пролог вроде. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Мы фашисты, приехать захватить вашу станцию. Ульман, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Вау, это что, город? Полис. Блин, как прикольно. Ладно, пошли. Добро пожаловать в Полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в Полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести Чувствую себя послание Айзеком Хантера Кларком, Мельнику. Так что давай без этой твоей который фигни. все время молчит. Ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут. Сколько себя помню, мечтал попасть в Полис. Человек от злой, из беспросветной подземной жизни мельчает, звереет, дичает, и только в Полисе ему удается оставаться похожими на тех великих людей, которым удалось покорить целую планету. Полис — последнее пристанище ученых, профессоров, артистов, всех, кого на остальных станциях сочли бы никчемными дармоедами, последняя цитадель культуры и цивилизации. И еще по легендам, там круглые сутки горел электрический свет, совсем как это было в нашем невозвратном прошлом. И Полис не подвел меня, не обманул моих ожиданий. Огромный, сияющий, вычищенный до блеска, настоящий подземный город. Его 4 станции, соединенные воедино, напоминают залы древних храмов из книг по истории. Просто находясь здесь, ощущаешь какую-то необыкновенную энергию, начинаешь верить в то, что человек еще сможет однажды подняться с колен. Если и есть во всем метро кто-нибудь, кто сможет спасти ВДНХ от нашествия черных, таких людей я смогу найти только здесь. Чего с ней не случится? Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Двухголовые детишки. Здорово. Налетай, разбирай. Так, у меня, в принципе, ничего не надо. Так, хотя можно этот взять. Я в туалет хочу. Ой. Раньше надо было. А пока подождешь. Ну, папа. Никаких ну. Патронов не надо? Могу предложить. Ее все-таки захватили. Явно подползают все ближе. Где он? Ну и где патроны-то? Мои там вот. Ой. Я продала? Продала. Так.
Не, это кончилось. Тебе Артём? спасибо. Я Мельник. О, Рассказывай. здорово. Сюда. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Ничего себе, у него шрам на лице. Не, ну вот на кой ты так накидался, брателло? Надо было. За тебя! Вот оно тебе надо. Не хрен делать чисто. Вечно ты так заживешься, а мне, мля, тащить его в парад. Все на меня смотрят. Подождите. Хорош домогаться! В общем, подожди. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Тетя Надя нам сготовит. Что вы там делаете? Кто-нибудь играл в игру Зона 51? Нет. У меня эта игра была на PlayStation 2. Тоже мне добавить. Если так стоят, смотрят. Это когда в классе там назвали твою фамилию, и все обернулись к тебе так. Двинули добавить. А тут типа опа. И уже в туннеле. Все на тебя смотрят. Типа я знаю. Невероятно. Артём, не верю, что Совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над Полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место, но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. И там будет монстр, Доберись да? до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Двинули. Я не могу почитать журнал. Решение совета стало для меня ударом. Там будет Буба. Но план Мельника подарил Ладно, мне надежду. тогда И следующее вот это. вновь я отправлялся наверх. Послезавтра в город, поиграем искать секретный тогда. командный пункт. Надо морально подготовиться к этой Бубе. Сейчас прочитаю эту записку. Записка. А, вот так же может точно. Блин, на тап нажимаю все время. Так, решение совета стало для меня ударом, но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Его можно замансить. Но я-то уж точно буду мансить. Ну ладно, все, давайте. В следующий раз. Я устал. Я очень-очень устал. Хорошо посидели. Ой, Буба умный, если не агрить его, вроде можно мирно пройти. Ну, попробуем сначала мирно,
Если я это психану, то уже тогда будем драться. И вам спасибо, мои картушечки. Он будет смотреть на тебя. Хорошо попердели, да, вообще прям хорошо так. Попердели, порыгали. Прям впритык. Прям вот так вот он будет. Прям в глаза мне будут смотреть. Если просто стоять, то норм уйдет потом. Он что, типа этот колдует? Точнее, этот галлюцинации... Ой, гипнотизирует? Линз нет в очках, да. Ой, что-то чешется. Ой, ну все, давайте, ребят, спокойной ночи. Хорошо посидели, попердели, всю комнату провоняли. До завтра, ой, до послезавтра, точнее, завтра я буду работать. Потом в среду, четверг я отдыхаю. Поэтому в эти дни будем прям вообще жестко так стримить, будем жестко. Все. Сладких снов. Пока-пока. Сейчас, наверное, буду видео записывать. Все. Чмоки-поки-моки. Каки. Пыши, как